Туризм – главная отрасль абхазской экономики, и налоговые поступления от этого вида деятельности приносят в бюджет немало средств. От того, насколько удачным будет курортный сезон, зависят не только поступления в госбюджет, но и благосостояние граждан республики, так как почти все население страны так или иначе задействовано в обслуживании туристов. В этом году начало курортного сезона не радовало и не вселяло оптимизма. Низкий старт туристического сезона министр по курортам и туризму Автандил Гарцке обуславливает проходившим в это время в России чемпионатом мира по футболу. После окончания Мундиаля, а также в сентябре и октябре, количество туристов заметно увеличилось, и бархатный сезон благодаря хорошей погоде порадовал, особенно в плане экскурсий. В начале сезона неоднократно в своих выступлениях говорили о том, что не надо опускать руки. Почему? Потому что туризм имеет как положительные факторы, так и отрицательные. Весь сентябрь, можно сказать, и октябрь месяц погодные условия благоприятствовали. И вот тот пробел, который был в начале сезона, особенно в экскурсионной сфере, он был восполнен благодаря погодным условиям. Всего в Абхазии, по данным на 1 ноября 2018 года, отдохнули около 1 миллиона человек. И это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. Из них 550 тысяч – это туристы, которые были размещены в различных гостиницах и домах отдыха, а 450 тысяч – туристы, заехавшие на экскурсии. По-прежнему самыми посещаемыми местами в Абхазии остаются озеро Рица и Новый Афон. Пещеру в этом году посетили 275 тысяч человек. Что касается Рицинского национального парка, то за 10 месяцев текущего года в заповеднике побывали 386 204 туриста. Основными факторами, влияющими на увеличение людей, желающих отдохнуть в нашей стране, все еще остаются развитие инфраструктуры, сервиса и, самое главное, доброжелательное отношение к отдыхающим, обеспечение их безопасности. Кстати, министр с удовлетворением отметил, что в плане безопасности наметилась хорошая тенденция уменьшения правонарушений, связанных с туристами. Конечно, проблемы остаются, но есть тенденция к улучшению, однозначно. Я расскажу на примерах. Буквально в 2014-2015 году мы получали ежедневно справки о том, знаете, да, разбивают стекла на автомобилях. Ежедневно таких случаев было до 10, до 15. Вы можете себе представить. На сегодняшний день этого вида преступлений как такового уже, можно сказать, нет. Что касается отношения к туристу, что касается подходов к туристу, там, грубое отношение или, скажем, карманных краж, или вообще грабежей, связанных с туристами и так далее, то же самое. Тенденция к уменьшению идет. Мы маленькая страна, и мы хотим, чтобы таких случаев у нас вообще не было. На сегодняшний день в нашей стране 426 объектов размещения туристов. В них 25 310 койко-мест. Для Абхазии это, наверное, не так мало. Но если сравнивать с соседним регионом, то, к примеру, только в одном Олимпийском парке Сочи такое же количество мест. По словам Автандила Гарцке, на данный момент около 100 земельных участков выделено под строительство объектов отдыха, что, безусловно, положительно скажется не только на развитии отрасли, но и на всей экономике. Около 100 граждан, которые будут строить свои гостиницы. Это в ближайшие 2-3 года около 50 гостиниц будет построено. Это очень хорошие показатели в том смысле, что вокруг этих гостиниц будет так называемая построена своя инфраструктура. То есть имеется в виду магазины, парикмахерские, кафе, рестораны. То есть это напрямую связано с увеличением мест. Вообще туризм связывают с количеством рабочих мест. Министерством по курортам и туризму ведется большая работа по продвижению национального туристического продукта. Ведомство активно участвует в крупных международных выставках, работает с туроператорами, широко рекламируя отдых в Абхазии. Ежегодно проводится аттестация экскурсоводов, а также проверка экскурсионных фирм на предмет наличия и заполнения путевок единого образца. Буквально на днях в Сухуми начнется международный туристический форум, на который приглашены ведущие туроператоры различных регионов Российской Федерации и Сирии. Ко всем мероприятиям, связанным с туризмом, мы относимся серьезно и должны показать
тем, кто сюда приезжает, я имею в виду туроператоров, российские турфирмы, то, как мы принимаем здесь тех туристов, которых они к нам присылают. По прогнозам Министерства по курортам и туризму, предстоящий туристический сезон 2019 обещает быть неплохим, и готовиться к нему надо уже сейчас. Можно активнее развивать и продвигать новые туристические маршруты, работать над улучшением сервиса и инфраструктуры, и тогда мы будем подводить гораздо лучшие итоги. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.